День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Марфелина Алексеева. Приветствую, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Президент России поручил создать рабочую группу по формированию семейно-ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. О ключевых инициативах. В Якутии продолжается очный отчет исполнительных органов государственной власти по итогам деятельности за 2025 год. Итоги правительства также будут подведены в эфире НВК «Саха». Продолжается контроль за ходом строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. О готовности объектов. В Якутии заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, но темпы прироста выросли на 28%. О предпринимаемых мерах. Сохранение и развитие якутского языка в республике является одним из главных приоритетов региона. Создаются новые мультфильмы, каналы, книги, научные работы и многое другое. Расскажем подробнее. Президент России поручил до 1 апреля создать рабочую группу по формированию семейно-ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. К июню правительство должно представить комплекс предложений от популяризации многодетности в рекламе до создания мобильного приложения о мерах господдержки. Ключевые инициативы касаются улучшения жилищных условий, развития ясельных групп. Кроме того, к сентябрю Минобрнауки подготовит рекомендации для вузов по поддержке студенток, родивших во время обучения. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выплаты до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки семьям при рождении 4-го и последующих детей. Ответственным за выполнение назначен Михаил Мишустин. Срок доклада до 1 июня 2026 года. Также в планах создания раздела и мобильного приложения «Госуслуги семья» для упрощенного доступа к господдержке. Среди других инициатив – мониторинг репродуктивного здоровья через IT-технологии, популяризация многодетности в рекламе. В Москве завершил работу первый международный конгресс госуправления. Он прошел на площадке университета РАН-Хикс и объединил более 2000 участников, представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Какие темы подняли на конгрессе? Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Цифровизация – тема номер 1 Конгресса. Цифровизация в цифровую эпоху. Оцифровано все. Сегодня цифровую модель управления уже применяют в правительстве страны. Она позволяет ввести электронный документооборот, следить за реализацией нацпроектов, госпрограмм, контролировать сроки их выполнения. Вот красненьким обычно, да, у вас там мигает, когда под риском сроки. Благодаря этому дороги строятся вовремя, открываются новые школы, больницы, а согласование документов сократилось с 4 дней до 1,5. Выпуск нормативно-правовых актов занимает 15 минут вместо 12 часов. И это только пару примеров из практики. В своем видеообращении председатель правительства России вот что отметил. Надо постоянно совершенствовать и систему оказания государственных услуг гражданам с учетом их мнения и оценки, чтобы все процедуры были простыми и понятными, без лишних справок, посещений, ожиданий, но и не занимали много времени. Заданный вектор ускоряет и искусственный интеллект. Так, в Якутии ИИ помогает местным органам власти быстро реагировать на обращения граждан. Платформа «Обращайся» анализирует запрос, предлагает возможные решения и формирует ответ буквально за пару минут. На уровне органов местного самоуправления достаточно серьезный кадровый голод, нехватка высококвалифицированных специалистов, имеет место быть. И тоже оформление писем, к сожалению, занимает достаточно много времени. А вот с появлением такого помощника это можно сделать буквально за пару минут. Фундаментальные изменения и в кадровой службе страны. С 2017 года тысячи новых управленцев появились благодаря конкурсу «Лидеры России». А на сегодняшний день? На сегодняшний день в России действует система, когда любой человек может попасть в школу губернаторов, в школу мэров, в школу заместителей губернаторов. Госслужба открыта и для участников СВО, участников программы «Время героев». За 2 года назначения на высокие посты получили более
более 70 человек. В их числе и уроженец Якутии, герой России Николай Соболев. Он стал помощником главы республики по вопросам подготовки кадров для экономики. Патриотизм, который есть в этих людях, он, конечно, должен быть движущей силой нашей страны. И Николай Сергеевич, он сейчас находится в процессе оформления. Вместе с тем уже сейчас приступил к ознакомлению с своей работой. Будет в ближайшее время встречаться с крупным бизнесом Якутии, с органами муниципальной власти. Уже встречается активно с министрами, руководством правительства республики для того, чтобы целостная система подготовки кадров для экономики у нас в республике работала качественно, работала на отлично. Международный конгресс госуправления пройдет в Москве до 13 февраля. Для тысяч чиновников он стал уникальной площадкой для обмена опытом. Якутии есть чем поделиться. С удовольствием представляю Айсена Николаева, главу Республики Саха-Якутия. Госслужба во все времена была и остается служением людям. Работа сессий продолжается. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Возможности нового морского порта Найба в Якутии могут использовать для возведения самой северной в мире атомной станции малой мощности. Порт Найба в Булунском районе Якутии станет глобальным транспортным хабом, позволит нарастить грузопоток и свяжет отдаленные районы республики с Северным морским путем. На реализацию проектов арктической зоны и СМП со стороны ВТБ уже выделено 700 миллиардов рублей. Айсен Николаев назначил Героя России Николая Соболева, кавалера 2 орденов мужества и медали за отвагу, участника президентской программы «Время героев», своим помощником по координации подготовки кадров. Об этом глава Якутии объявил 9 февраля на пленарном совещании. В задачи Соболева войдет взаимодействие с госорганами, бизнесом и учебным заведением. Для подготовки кадров экономики республики, а также интеграция ветеранов СВО в систему госуправления. Назначение связано с установкой президента России на усиление кадровой работы в регионах. В Якутии действует программа «Якутия. Земля героев», нацеленная на переподготовку и социальную адаптацию участников СВО и формирование кадрового резерва. Добровольцев 36-го отряда «Ботру» проводили в зону СВО. Напутственные слова сказали руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов и члены правительства республики. Подготовкой добровольцев занимались ветераны боевых действий и опытные военные инструкторы. В течение месяца их обучали обращению с оружием, тактической подготовке, оказанию первой медпомощи при ранениях и эвакуации раненых. На мероприятии отличившимся бойцам отряда «Ботру», участникам СВО, были вручены государственные награды. В ходе рабочей поездки в Мирнинский район зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина ознакомилась с деятельностью фонда «Мы вместе». Она обсудила с волонтерами текущие вопросы поддержки военнослужащих и выразила благодарность неравнодушным жителям района. Подробности далее. Благотворительный фонд «Мы вместе» объединяет всех, кто разделяет общую цель оказать реальную помощь участникам СВО и их близким. Волонтеры подчеркивают, это не просто поддержка, а проявление патриотизма и национального единства. Каждое изделие, сшитое руками энтузиастов, это вклад в безопасность фронта, символ заботы с тыла. Традиционно я встречаюсь с волонтерами специальной военной операции на территории Мирнинского района. Традиционно это одна из сильнейших ячеек, которые есть. Нужно, чтобы все единым шагом пошли к решению вопросов, которые в тылу являются важными для победы. В штабе фонда рады каждому, кто готов присоединиться. Места хватает. Отведены отдельные комнаты для пошива и кройки одежды, фасовки медикаментов и посылок. Женщины сменяют друг друга, освобождаясь от основной работы и домашних дел. За 25 год нами выполнено заявок на 8 миллионов от наших участников СВО. Нами отправлено, то есть куплено, восстановлено и отправлено в зону проведения СВО 3 автомобиля. Приходит к нам заявка какая-то, пишут, что нужно, что необходимо. Мы собираем, шьем и отправляем. Посылки для ребят тоже у нас все адресные. Помогают жители, естественно, и города, и района.
В штаб приходят не только родственники военнослужащих, а все, кто искренне ощущает нужду в помощи. Волонтеры – это надежный тыл, и каждый намерен стоять до победного конца. Их усилия вдохновляют, показывая, как единство народа укрепляет фронт. Приходят, но они как на работу, прямо вот постоянно рано утром. Потом у нас есть постоянные уже, да, на протяжении длительного времени мужчины, которые помогают с отправкой у нас. То есть транспорт, отправка посылок всех. Отправляем гуманитарный груз мы еженедельно. Это, как правило, 20 посылок и чуть более 400 килограмм, получается, каждая отправка, то есть каждую неделю. Ольга Балабкина высоко оценила вклад фонда, отметив, что такая инициатива сплачивает общество. Поддержка СВО продолжается. От теплых вещей до моральных сил каждый жест важен. Жители Мирнинского района продолжают трудиться, зная, что их помощь доходит до адресата. Анна Васильева, Мирный. В Якутии продолжается очный отчет исполнительных органов государственной власти по итогам деятельности за 2025 год. На сегодняшний день отчет состоялся в 9 улусах, в 4 продолжается. До марта пройдет еще в 23 районах. Так, встречи с жителями уже завершились в Момском, Верхнеколынском, Горном, Кобяйском, Алданском, Мирнинском, Эвенобытантайском, Нерюнгринском районах. Отчеты продолжаются в Верхневилюйском, Ленском, Алаиховском, Татинском, Анабарском районах. В остальных стартуют в ближайшие дни. Заключительный очный отчет состоится 5 марта в Якутске. Итоги правительства будут подведены под руководством главы Кабмина Кирилла Бычкова в эфире НВК «Саха». В Нерюнгринском районе в течение 2 дней традиционные ежегодные отчеты состоялись во всех поселениях района и также в промышленных предприятиях. Цикл отчетов завершила встреча с населением города Нерюнгри. Ключевые темы, интересующие работников промышленных предприятий Нерюнгринского района, это работа жилищно-коммунального хозяйства, состояние автомобильных дорог, переселение из аварийного жилья. Активно поднималась тема субсидированных билетов. В этом направлении планируется обсуждение с авиакомпаниями, расширение маршрутной сети и добавление новых слотов, чтобы увеличить количество доступных билетов и сделать перелеты удобнее. Благодаря национальным проектам, которые были президентом объявлены, и с 2019 года их реализация в полной мере решила огромное количество вопросов. Это и социальный объект, обеспеченность школами, детскими садами. Это и как раз медицина. Много было сделано обновлений. Это и дорожное строительство. Это и, самое главное, программа переселения, о которой сегодня мы тоже много говорим. Основной акцент на встречах с населением делается на режим «вопрос-ответ». На итоговом отчете прозвучали вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов, о получении дальневосточной ипотеки. Статус поселковых сегодня муниципальных образований поселков, они не дают возможности получить эту ипотеку. Граждане приходят, делают заявки, и им объясняют, что в этом направлении, к сожалению, нет возможности получить данную ипотеку. Пока вариант использования только на первичном рынке. Потому что государственная политика реализации льготных ипотечных продуктов в первую очередь нацелена на развитие жилищного строительства на территории Дальнего Востока. Но вместе с тем, Виктор Ильич, вот прямой эфир, когда Владимир Владимирович Лукулин обращается с этим вопросом, на самом деле, и он конкретно сказал, что по Дальнему Востоку, в принципе, уважаемые коллеги, наверное, есть смысл рассмотреть и распространять дальневосточную ипотеку и на вторичном рынке в том числе. Поэтому надо, наверное, немножко подождать. Пока решения нет, но я думаю, что вот, тот посыл, который президент направил определенным ведомствам, он должен сработать. Прозвучало и много пожеланий и предложений от населения. Например, о создании Дома дружбы народов в районе, строительстве нового жилья, подключении системы оповещения в общественном транспорте. Поднятые вопросы и предложения на отчетах – это ориентиры для дальнейшей работы органов исполнительной власти. Республиканской власти, безусловно, в тесном сотрудничестве с районной администрацией и с городской администрацией будет продолжаться. Мы научились многие сложные вопросы решать сообща. Действительно рассчитываем на то, что новые программы, в том числе в рамках указа главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева по развитию социально-экономического развития Нерюнгринского района в ближайшие годы, и, надеюсь, это покажут последующие отчеты правительства, будут продолжаться и будут успешно выполнять требования и просьбы наших жителей. По итогам встреч часть вопросов была решена на месте. По ряду обращений даны поручения профильным министерствам и ведомствам. Екатерина Павлова,
Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». И мы продолжаем. Глава Якутии провел совещание по подготовке к пожароопасному и паводковому сезону. Были даны поручения особое внимание обратить на превентивные работы, подготовки подразделений спасателей и пожарных и их укомплектованности снаряжением и техникой. Для борьбы с пожарами будут открыты 2 новых авиаотделения в Среднеколымске и Жиганске, а также пройдет дополнительное пополнение 150 специалистами. Так, в 2026 году к пожароопасному сезону уже готовы более 1000 пожарных и более 200 единиц техники. Около 50 самолетов будут наблюдать за ситуацией в лесах Якутии и предупреждать о движении огня или появляющихся очагах возгорания. В Министерстве финансов Якутии подвели итоги работы за 2025 год. На заседании коллеги обсудили результаты исполнения бюджета, которые показали устойчивый рост собственных налоговых поступлений. Несмотря на то, что страна находится под внешним санкционным давлением, доходы исполнены на 99%. Однако остаются актуальными проблемы по исполнению по неналоговым поступлениям, в первую очередь по дивидендам. Основной задачей на 2026 год станет их решение. Расходная часть сохраняется в прежнем объеме и сохраняет социальную ориентированность. Расходы у нас сохраняются на прежнем объеме, они составляют более 350 миллиардов рублей, из которых 170, это 48,5%, практически половина направлена на социальную сферу. Это здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная защита населения. То есть бюджет республики сохраняет свою социальную ориентированность. Ну и надо отметить, что по итогам 2025 года, несмотря на все сложности, правительство республики все свои социальные обязательства, это заработная плата, социальные выплаты, исполнило в 100% объеме. На еженедельном штабе продолжается контроль за ходом строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Из 18 еще не введенных домов были рассмотрены прогрессы 11 объектов. Готовность большинства объектов составляет около 90%. Тем не менее, есть отставание от графика, вместе с тем перенос дат сдачи жилья. Дмитрий Садовников выступил с критикой подрядных организаций в связи с нарушением срока ввода домов и поставил задачу ускорить темпы работ, чтобы сдать объекты в ближайшее время. Сегодня рассмотрели 11 домов в 8 муниципальных районах. К сожалению, у нас сдвиги по срокам 18 объектов, но сегодня сообщили, что 1 дом введен в эксплуатацию сегодня. Дмитрием Дмитриевичем поручено сдвигать сроки влево. Надеемся, что к концу марта, в конце первого квартала этого года объекты будут введены. В Нюрбе в рамках реализации программы переселения из аварийного ветхого жилья начался снос расселенных многоквартирных домов. В настоящее время снесены 2 дома в квартале энергетиков за счет городского бюджета. В будущем сносу подлежат еще 46 домов. Для проведения работ администрации города совместно с районной администрацией разработан план действий по благоустройству Нюрбы в рамках подготовки к предстоящим играм народов Якутии в 2027 году. В Нюрбе в рамках, скажем, подготовительных работ к 9-м спортивным играм у нас начался снос ветхого жилья, которые были расселены. На место сношенных домов у нас по новой программе переселения планируется расселить 50 тысяч квадратных метров, и на этих местах у нас уже будут строиться новые многоквартирные дома. По предварительным данным Министерства финансов, за первый месяц года бюджетные расходы на национальные проекты исполнены на 5,7% от запланированного годового объема. Лидером по темпам финансирования стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» с показателем 16,9%. Также в лидерах проект «Семья». В то же время по ряду технологических и промышленных направлений, таких как эффективная транспортная система и средства производства и автоматизации, исполнение на начало февраля остается на нулевом уровне.
Возведение нового корпуса Высшей школы музыки протекает ускоренно, несмотря на минусовую температуру на термометре. Комплекс объединит учебные и музыкальные классы с интернатом на 150 мест. Как продвигается строительство амбициозного проекта, узнавала наша съемочная бригада. 2005, может, какой-то 2006 год. Я помню, тогда уже говорили про строительство школы, и тогда это казалось как какой-то, ну не сказкой, но какой-то вот чем-то недостижимым, скажем так. И казалось, что этого не может быть, но вот оно, новое здание Высшей школы музыки. Корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров, это для сравнения 1,5 стадиона Туймада. Вместе в себя все и даже больше, о чем мечтали ученики и преподаватели. 13 учебных и 29 классов по специальностям. Места здесь хватит всем. И скрипачам с духовиками, и орфистам с певцами. Это, кстати, большая проблема в старом здании. Зал с хорошей акустикой только один. Расписание забито под завязку. В период экзаменов мастерство здесь оттачивают без преувеличения круглые сутки. Поэтому ввода блока ждут с нетерпением. Конечно, бы хотелось выделить несколько аудиторий, потому что в данный момент у нас сейчас только один зал, и всем ученикам неудобно в нем там заниматься лишний раз. Вот. Второе – это новый концертный зал с новыми роялями, с новой звукоизоляцией, которая будет помогать не только пианистам, но и слушателям. И такой здесь будет. Просторный, с потолком аж 3 этажа и вместимостью в 240 мест. А сразу за сценой якутское ноу-хау. Комната для хранения инструментов со специальным температурно-влажностным режимом. Тщательный подход к проектированию заметен даже в мелочах. Например, двойные двери в репетиционных для лучшей звукоизоляции. В этих же целях строители используют толстые бетонные шлакоблоки и для наружных, и для внутренних стен. Ведутся работы по кладке стен и перегородок, также монтируем вентилируемый фасад и производится монтаж окон. Вместе с корпусом в Якутии появится первый орган. Да и в целом инструментарий ждет глобальное обновление, что не меньший повод для радости музыкантов. Еще в 1993 году, когда школа только открылась, тогда появились новые инструменты. Но когда я поступил, уже прошло больше 10 лет, получается. Инструменты, конечно, они прекрасные, но имеют свойство стариваться, да, то есть в износ, скажем так. Поэтому для меня это вот удовольствие поиграть и учить на новых инструментах детей, и у них тоже будет, я думаю, большое вдохновение работать, заниматься. Вам спасибо большое за то, что вы этим занимаетесь, любите это, и желаю вам всяческих успехов. Так Владимир Путин поблагодарил юных якутских артистов летом 2024 года и взял под контроль возведение второго корпуса школы. А ему в ответ не менее искренняя благодарность за сбывшуюся мечту. Мечта музыканта – это чтобы был хороший звук, прекрасная акустика. Все это нам подарил наш президент Владимир Владимирович Путин. Конечно, мы готовились к этому, проектно-сметная документация была готова, но мы никак не могли сдвинуть деньги федеральные. И все это случилось. Переступить порог комплекса удастся к концу этого года, но строители идут опережающими темпами. А пока коллектив школы продолжает неустанно работать и снова ждет президента в гости уже в новых стенах. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В Ленске обострилась ситуация с пассажирскими перевозками. Из-за технической неисправности автопарка предприятия «Гранит» участились случаи схода автобусов с маршрутов. Жители города вынуждены часами ждать транспорт на остановках или тратить значительные средства на услуги такси. Подробнее о проблеме смотрим далее. Уважаемые жители города Ленска, МБУ «Гранит» сообщает о сходе с линии маршрута городского транспорта 1.2, 2.3 или 2.2 на несколько часов по причине неисправности. Вот такие сообщения все чаще стали появляться в сети. Жители негодуют. Приходится ждать автобуса в мороз часами, порой опаздывая на работу или учебу. Автобусы реально очень плохо ходят. Постоянно вот стоишь по часа полтора на остановке, ждешь школьник вообще может не приехать утром. Автобусы часто сходят с линии, особенно 3.1. Вообще никогда на линии нету, каждый день пишут. 3.1 с линии сошел, 3.1 с линии сошел, 2.3 с линии сошел. И вот автобусов нет постоянно. А если нет автобусов? Приходится ждать ближайшего. Идти обратно домой, если там часа 2-1,5 между автобусами. Вот так вот. У меня нету группы, но вот всегда стоит кто-нибудь такой, кто знает. Вот смотрит, ага, автобус сошел с линии, что делать? Вызываешь такси и поехал.
Особенно для пенсионеров. Замечательно. 350 рублей выкину. А где вы живете? На Алросе. Этот вопрос поднимали ленчане и на отчете главы района. У жителей города Ленска наболевшая тема – гранит, пассажирские перевозки, ежедневные сходы с линий. И я так полагаю, что ремонт происходит за счет уже имеющейся техники. То есть, все говорят, что плохо с поставками автозапчастей. Александр Черепанов согласился, что проблема действительно существует, ее власти решают. Также отметил, что предприятие «Гранит» сегодня занимается не только пассажирскими городскими перевозками, но и перевозкой школьников по всему району. Помимо этого, организация пока остается без руководителя. Все эти моменты тоже усугубляют ситуацию. Удалось нам немножко обновить парк в прошлом году. Да, нашли, изыскали средства, заключили в лизинг приобретение 3 автобусов. Кроме этого, связано это и с самим составом водителей. Достаточно возрастной у нас сегодня состав. Связано это с вынужденными где-то выходами и в отпуска люди берут, да, несогласованными какими-то действиями. Есть вот такие организационные моменты, которые вот сегодня влияют на системность работы. На днях в Ленск прибыли 3 новых пассажирских автобуса. Новый транспорт будет заменять вышедшую из строя технику, что позволит избежать перебоев в работе. После прохождения технического осмотра новый ПАС начнут свою работу на городских маршрутах. Сегодня автобусы готовятся к запуску. Идет оснащение общественного транспорта системами ГЛОНАСС и терминалами для безналичной оплаты проезда. Эти автобусы были изначально закуплены, планировалось закупить на замену наших уже аварийных автобусов, которые постоянно находятся у нас в ремонте. То есть на сегодняшний день из 7 маршрутов у нас ежедневно находится на линии порядка 14 автобусов. Соответственно, 3 автобуса новые пойдут на городские, как я уже сказала, маршруты. Это позволит нам сегодня, те, которые мы сегодня заменяем, быть в резерве. Позволит нам сегодня более оперативно с ремонта выходить, то есть заменять дополнительные автобусы. До конца года в планах приобретения еще нескольких пассажирских автобусов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Давайте продолжим. В законодательство России внесут поправки, позволяющие мамам, которые до декрета совмещали работу в нескольких организациях, получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с учетом доходов от всех работодателей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Ранее закон позволял рассчитывать выплату на основе взносов только одного работодателя по выбору матери. Депутат Светлана Бессараб ответила, что это решение восстанавливает социальную справедливость для женщин, работавших на нескольких должностях. При этом сохраняется верхний порог выплаты, максимальный размер пособия составит 83 тысячи рублей. Глава Якутии поставил задачу перейти на централизованную модель назначения мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить единые стандарты и сделать помощь более доступной и проактивной, в том числе через цифровые решения и интеграцию с федеральными платформами. При этом для арктических районов разработают особые подходы с учетом транспортной доступности. В республике уже достигнуты заметные результаты. 100% госуслуг предоставляются электронно. 24 меры поддержки действуют в проактивном формате. В 2025 году социальные услуги получили более 10,5 тысяч человек. Сегодня перед нами стоят задачи продолжить работу по реализации национального проекта «Семья». Это касается и вопросов поддержки семей с детьми, это касается и вопросов развития инфраструктуры. Меняется система комплексной реабилитации, внедряются новые стандарты. И, соответственно, мы сегодня должны обеспечить готовность к новым изменениям. В том числе большое внимание, конечно, уделяется поддержке семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей, оставшихся без попечения родителей.
В Якутии заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, но темпы прироста выросли на 28%. В связи с этим ведомство рекомендует усилить профилактические меры в местах массового пребывания людей и образовательных учреждениях, проводить температурный контроль, соблюдать масочный режим, использовать антисептики и обеззараживатели воздуха. В школах и детских садах рекомендуется вводить карантин, если в классе или группе заболело более 20% учащихся. Медицина должна быть доступной, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Но в Якутске пенсионер с диабетом уже 1,5 месяца не может получить жизненно важные лекарства и при этом не имеет возможности сменить поликлинику. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Государственные поликлиники все красивые, хорошие, а эта поликлиника как отшельник. Вот, печарня натуральная. С такими словами в нашу редакцию обратился 72-летний житель Якутска Валентин Сердечный. По месту регистрации он прикреплен к поликлинике Водников, филиалу Дальневосточного окружного медицинского центра. Здание в плохом состоянии, осыпающиеся стены, отсутствие пандуса, врачи приходящие. Вообще ни одного пандуса я не увидела. Нельзя. Так здесь вон затоплено даже. Ну да. Здесь затоплено. Уже да, и есть пандусы. Там тоже больница. Ни сегодня-завтра рухнет. Головная поликлиника находится в Жатае. Уже 1,5 месяца Валентин Сердечный и его супруга не могут получить рецепты на жизненно важные лекарства. Из 9 назначенных препаратов ни одного в наличии. Я диабетик, и жена диабет. Вот она на инсулине тоже. Ничего нет уже. Такая проблема большая. Помещение выписаться с этой поликлиники в другую перейти невозможно, так как все дают отказ в связи с тем, что все переполненные, а нас как и привязали к ней, и невозможно от нее оторваться. От официальных комментариев по поводу лекарственного обеспечения представители поликлиники Водников отказались. Однако нам удалось пообщаться с руководством во время скрытой съемки. Я вот сегодня звонила с утра в техподдержку, и с техподдержкой как раз занимаюсь. А какие-то сроки можете Валентину Михайловичу сказать? Конечно, сроки на этой неделе. Такие условия, по словам специалистов, недопустимы для пожилых пациентов. Именно поэтому Валентин Михайлович пытается прикрепиться к другой поликлинике. Однако практически везде получает отказ с формулировкой «нет свободных мест». Могут отказать только в том случае, если все участковые терапевты в данной поликлинике перегружены. И если он посчитает, что поликлиника предоставляет недостоверную информацию насчет перегрузки, он должен потребовать от них письменный ответ, письменный отказ. И он имеет право к той страховой компании, где у него выдан полис ОМС, обратиться в данную страховую компанию, которая обязана перепроверить. От комментариев нашему телеканалу в Сахамедстрах отказались, ограничившись рекомендацией обратиться в Министерство здравоохранения. Валентин Сердечный сделал это еще несколько недель назад. Минздрав объясняет, что он не подчиняется, это поликлиника. Вот. И они не могут ничего сделать. Прокуратура уже задействовал был. Минздрав все руками разводят. Прокуратура пишет, что можешь уйти, а в итоге никуда не можешь уйти. В итоге пожилой мужчина с диабетом и его жена остаются без необходимых лекарств и без доступной медицинской помощи. Все обращения были направлены, однако вопрос по-прежнему остается нерешенным. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Медработники напоминают, сейчас самое время позаботиться о профилактике против клещевого энцефалита. В Алданском районе с укусами клещей в больницу ежегодно обращаются более 100 жителей. Часть изъятых насекомых оказываются инфицированными. А это прямая угроза здоровью и жизни. В прививочный кабинет Алданской городской поликлиники Виктор Фадеев обратился для того, чтобы внести в медицинскую карту сведения об иммунизации. Все необходимые прививки у Виктора имеются. К вакцинации он относится серьезно. И вот сейчас он получил профилактику против инфекций, переносчиками которых являются клещи. Я думаю, она обязательно надо ставить, потому что клещей много. И знаю знакомых, кого кусали. И ставить надо прививку. И от гриппа, и от клещей, от всего.
Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в течение года. Однако, если вы вспомните о прививке на пороге лета, толку от иммунизации будет немного. Иммунитет просто не успеет сформироваться. Клещи же активизируются при среднесуточной температуре плюс 5 градусов по Цельсию. О защите здоровья и жизни следует позаботиться до середины весны. Нужно сделать курс вакцинации 2 вакцины. После второй прививки иммунитет наступает уже спустя 2-3 недели, поэтому до 1 мая приглашаем всех привиться. Клещи могут быть переносчиками вирусов и бактерий таких грозных заболеваний, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Потеря слуха и зрения, нарушение речи и восприятия, утрата подвижности, частичный или полный паралич, укус инфицированного кровососущего может привести к глубокой инвалидности и даже гибели человека. Заболевания протекают в нескольких формах. Это может быть неочаговое и очаговое. Неочаговое может протекать без вовлечения центральной нервной системы. Очаговые заболевания протекают уже гораздо сильнее, сложнее, и инвалидизирующий исход может быть у таких заболеваний. В Алданском районе ежегодно регистрируется свыше 100 случаев нападений клещей на людей. При этом некоторый процент кровососущих оказывается инфицированным вирусом энцефалита либо бактерией боррелиоза. Если пациент не был привит, ему проводится экстренная профилактика иммуноглобулином. Медработники призывают позаботиться о безопасности заранее. Нужно прививаться заблаговременно. И иммунитет стойкий все-таки после вакцинации. Поставить прививку против клещевого энцефалита можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Как отмечают сотрудники Алданской ЦРБ, жители верно оценивают потенциальную опасность, которую могут нести кровососущие, и на вакцинацию идут активно. За 2 года работы, с 2023 по 2025 год, привито более 3500 населения. То есть и сейчас население активно профилактируется, приходит на вакцинацию. Гражданам, которые получали прививки ранее, расслабляться и забывать о бдительности также не следует. Первая ревакцинация против клещевого энцефалита проводится через год. Затем для поддержания иммунитета прививаться необходимо каждые 3 года. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске состоялось торжественное открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В этом году принимает участие 45 студентов из 10 колледжей и техникумов. В течение недели участники соревновались в электромонтаже, ювелирном деле и огранке алмазов. В этом году чемпионат получил и новое направление – эксплуатация вакуумных установок. Чемпионат проходил на современной площадке. После капитального ремонта техникум получил обновленные мастерские и новое оборудование. Впервые принимаю участие на чемпионате. До этого у меня не было ни разу такого. Я принимаю участие в комплектации электромонтажа. Да, конечно, сложно, но для кого-то легко, для кого-то нет. Для меня, да, сложно. Будет. Но я буду стараться, чтобы как-то сделать. Моим наставником выступил Татьяна Александровна Михайлова. Подготавливал меня человек по имени Анатолий Георгиевич Малышев. Он меня подготовил целую неделю и подготовил меня очень хорошо. Я хочу передать ему благодарство. В Мирнинском районе также состоялся региональный этап чемпионата «Профессионалы». Это не просто соревнование, это битва интеллектов и рук, где молодое поколение демонстрирует свое стремление к мастерству и готовность решать самые сложные задачи. 6 компетенций основной категории и 3 в юниорской. Подробности далее. От роботов-помощников, оснащенных искусственным интеллектом, до тонкостей лабораторного анализа и ремонта жизненно важного нефтегазового оборудования. Спектр навыков впечатляет. Участники, 33 студента и 18 школьников, прибыли из самых разных уголков республики, от отдаленных улусов до столицы Якутска. Каждый из них – это потенциальный двигатель развития региона, который применит свои знания и умения во благо родной земли. Участники, они отучились, ушли, но самое главное, чтобы эксперты учились, чтобы вот это экспертное сообщество, которое мы формируем годами, оно помогло нам формировать и готовить высококвалифицированных специалистов в дальнейшем. Особенно захватывающим стал модуль лабораторный химический анализ. Здесь 6 участников, словно алхимики современности, решали 3 непростые задачи. Выбирают химию почему, да? Потому что они уже выбрали свою профессию как врача, технолога. Да? Но этот конкурс дает очень много. Да? Почему? Потому что это все
с химией связаны. Ну, это вот начало нашей химии. Эти соревнования не просто проверка знаний, это бесценный опыт, который закаляет характер, учит работать в команде, находить нестандартные решения и, что самое главное, дает путевку в жизнь. Я с 4 класса ходил на робототехнику. Так, я в школе у нас есть типа Лего, вот я ими еще занимался, программировал их. Пригодится все равно навык, это о программировании, работа с техникой. Участие в чемпионате профессионала – это яркое событие, которое надолго останется в памяти каждого, способствуя формированию будущих специалистов, которые столь необходимы для динамично развивающегося рынка труда Якутии. Проходя через такие конкурсы, они набирают такой опыт, колоссальный, большой. И самое отрадное то, что они между собой уже очень хорошо познакомились, друг с другом разговаривают, и в будущем это им, конечно же, очень пригодится. Профессионалы – это инвестиция в будущее. Это демонстрация того, что молодые жители Якутии готовы принять вызовы времени и стать движущей силой прогресса в самых разных отраслях, от высоких технологий до добычи природных ресурсов. Анна Васильева, Мирный. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели через небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Итак, продолжим. В День родного языка и письменности Якутии по всей республике стартовала тематическая декада, открытие которой прошло в Государственном театре оперы и балета. В ее программу вошли выставки, интеллектуальные игры, знакомства с народным фольклором и литературой как на якутском, так и на языках коренных малочисленных народов Севера. Как отмечает глава республики, сохранение и развитие якутского языка в республике является одним из главных приоритетов региона. В рамках этого действуют государственные программы, проходящие в учебных заведениях, а также финансирующая деятельность и мероприятия. Новые мультфильмы, каналы, книги, научные работы и многое другое. Перед нами стоит задача, используя потенциал искусственного интеллекта, создавать условия для дальнейшего развития родных языков. Мы искусственный интеллект и интернет должны рассматривать не как угрозу, а как потенциал, как возможность для дальнейшего сохранения родных языков. И я думаю, что такая задача перед нами стоит, и в 2026 году мы перед Национальной библиотекой, которая имеет огромный опыт и потенциал по работе с цифровым контентом, перед другими организациями по использованию искусственного интеллекта. Также ко Дню родного языка и письменности в Якутске прошел круглый стол, объединивший ученых, педагогов и общественников для обсуждения будущего якутского языка и языков коренных народов Севера. Участники встречи работали комплекс рекомендаций, направленных на создание современной методической базы, повышение квалификации и уровня оплаты труда учителей национальных языков. Особое внимание было уделено необходимости совместных усилий правительства и общества для формирования живой и благоприятной языковой среды в республике. Основная проблема сейчас в республике Саха-Якутия именно изучение родных языков. Сегодня у нас является актуальной, работа ведется, плановая. Это, во-первых, конечно, разработка учебно-методических комплектов, также проведение съездов будет запланировано, да? Будет повышение квалификации учителей, которые занимаются, и педагогов, да, которые занимаются именно родными языками. Национальная библиотека Якутии активно внедряет технологии искусственного интеллекта для сохранения и популяризации родного языка. В рамках проекта «Слушай, говори и сохраняй» каждый носитель языка может внести вклад в обучение нейросети, записывая образцы своей речи. В базе уже накоплено 15 тысяч аудиозаписей. Благодаря технологиям синтеза речи классическая литература и фольклор обретают голос, превращаясь в качественные аудиокниги. Кроме того, специальный телеграм-бот помогает пользователям любого возраста совершенствовать правописание и произношение, переводя речь в текст и анализируя ошибки. Сервис Voice Analysis
Этот сервис помогает собирать голосовые данные на якутском языке, чтобы искусственный интеллект распознавал якутскую речь, любую якутскую речь. Также у нас есть сервис Истинг. Он помогает прослушивать аудиокниги, то есть преобразовывает книги в аудио и помогает, соответственно, людям слушать. Представлен логотип Года культуры в Якутии. Его автором стал ветеран специальной военной операции Ростислав Павлов. В центре логотипа помещен круг, символ солнца, источника жизни и главного объекта почитания в якутской культуре. Это знак света, тепла, энергии и творческого начала, освещающего год культуры. Слово «культуры» выполнено каллиграфическим почерком. Это прямая отсылка к богатому литературному и художественному наследию Якутии, к изяществу рукописного слова великих якутских писателей и поэтов. Этот элемент подчеркивает гуманитарную сущность и эстетическую высоту проводимых мероприятий. В этом году хор Якутского государственного театра оперы и балета празднует знаменательную дату – 90 лет с момента основания. В течение практически века коллектив исполнял не только произведения из мировой классики, но и давал звучание мотивам якутского народного творчества. Об истории прославленного хора расскажет Диана Антонова. Звонкие голоса солистов, якутские мотивы в исполнении оркестра, артисты в национальных костюмах – все это воплощение народного эпоса на сцене театра оперы и балета. В этом представлении хор – не просто музыкальное сопровождение, а настоящий живой организм, где каждый голос добавляет свой оттенок к общему звучанию. Так, в 2002 году прозвучали первые голоса хористов Якутии на большой сцене. Коллектив выступил в Большом театре в Москве в музыкальной драме Мусоргского Борис Годунов. Постановкой занимался режиссер, народный артист России Андрей Борисов. Это было триумфальное возвращение в столицу. Ранее, в 1957-м, хор выступал с оперой «Нюргун Бодр» в музыкальном театре имени Станиславского. Это мое первое выездной такой большие гастроли были. И я счастлива и вспоминаю эти года вообще. Это самые лучшие мои годы. Это сцена, это аж колонны, это и русский зритель, да, и сам Большой театр. До сих пор вспоминаю очень волнительно. Хор также выступал в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в других больших городах России и за рубежом. В концертном репертуаре такие известные произведения, как «Реквием» Моцарта и Джузеппе Верди, «Кантанта Москва», «Курские песни» Свиридова. Одним из самых прославившихся произведений в исполнении хора является опера «Нюргун Бодр». Главные роли как солисты исполняли даже сами артисты хора. Я играл, когда ставил режиссер Прокопий Неустроев. Я там главную роль Рингулона исполнял. Очень было трудно, конечно, первый выход. Я тогда в училище учился, и сразу дали мне роль. А сейчас вообще вышел на сцену, и все, у меня все открылось. Все получилось. За 9 десятилетий хор театра оперы и балета прошел путь от небольшой группы до профессионального коллектива, который сегодня радует зрителей не только в Якутии, но и за ее пределами. И очень работать было очень сложно, потому что те года тоже исполнялись очень большие полотна, и люди, некоторые нотный материал не владели, они по слуху пели. А допустим, сейчас, как у нас высшая школа музыки, Арктический институт, и работают там все мастера высочайшего класса. У меня 52 артиста хора. В течение года хор отпразднует свой юбилей серии больших концертов, на котором прозвучат произведения как из классики, так и из репертуара якутского эпоса. 90 лет – это не просто дата, это целая эпоха, наполненная музыкой, искусством и культурой. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске впервые представили широкой публике этюд к картине Афанасия Осипова «Народные писатели Якутии». Работа поступила из частной коллекции Антонины Дмитриевой, родной племянницы художника и супруги олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева. Этот этюд заметно отличается от известного полотна, которое хранится в постоянной экспозиции Национального художественного музея республики. Зрители могут сравнить две версии и увидеть творческий поиск мастера, его размышления о подлинной
национальной народности якутских писателей и о глубокой неразрывной связи с родной землей. Классический якутский пейзаж сначала использовался художником при изображении писателей. Но в дальнейшем Афанасий Осипов решил, что масштаб творчества этих писателей раскрывается именно долиной Туймады с большим таким вот пространственным размахом, с изображением реки Лены. И мы получаем уже тот вариант, который знают многие жители Якутии. В Якутске проходит первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях принимает участие 248 спортсменок из 9 регионов Дальнего Востока. Гимнастки выступают как в индивидуальных программах, так и в групповых упражнениях. По итогам групповых упражнений по программе первого спортивного разряда победу одержала сборная команда республики, которая тренируется в Москве. Турнир является отборочным этапом. Далее будет сформирована команда для участия в первенстве в Санкт-Петербурге. Было нелегко, волнение чуть присутствовало, но мы в целом справились. Поворотное фуэте, прыжок были самые трудные элементы. Мы сохраняем уверенность, что мы в своем родном зале, в Якутске, нас все поддерживают и нам легче становится выступать. Мы тренировались 6 часов в день, 6 раз в неделю. Следующий важный старт – первенство России в апреле. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.